Карл Иванович, я являюсь сотрудником страховой компании ВТБ страхования. Зовут меня Владимир Сергеевич, фамилия Балабанников. И, в общем-то, я приехал к вам в какой-то степени, ну, наверное, за оказанием возможной помощи от имени как страховой компании ВТБ страхования и ее директора Гальперина Геннадия Ароновича. Ну, ВТБ страхование, в общем-то, компания является одной из ведущих на страховом рынке России. Довольно-таки значимые, ну, солидные показатели. Мы представляем интересы страховых в 90 крупнейших городах России. Вот. И в том числе, может, в какой-то степени это говорит о том, что я приехал к вам именно как председателю Всероссийского общества трудовых мигрантов Таджикистана. В 2015 году наша компания стала, в общем-то, ведущим страховщиком на данном рынке по Москве и Московской области. Мы официально стали партнерами многофункционального миграционного центра московского. Вот. И, в общем-то, у нас там есть свои представители, в общем-то, работают в полной программе, оказывают там услуги в полном комплексе по страхованию приезжающих граждан. Ну, в общем-то, со стороны вот нашего генерального, в общем-то, всегда такая, знаете, политика проводилась, продвижение бизнеса во всех направлениях. В общем-то, он сам тоже является, ну, довольно таким активным проводником данных идей. Ну и, в общем-то, встречается очень часто, много с вот так, людьми своего круга, где обсуждаются вопросы именно расширения вот этого бизнеса. Ну и, в общем-то, вот так, в один из прекрасных или печальных дней, да, значит, он встречался с гражданином Таджикистана Игамзодом Мухаммадом Машрафовичем. Ну, будет так, наверное, вопрос решался не только каких-то специфических вопросов там расширения страхования, ну, возможно, других, но это сейчас не главная тема. Но именно вот на одной из встреч с Игамзодом было оговорено или обсуждался вопрос оказания вот так посильной помощи в расширении сферы страхования вот, или привлечения ВТБ страхованием граждан Таджикистана, которые, в общем-то, в массовом порядке приезжают сюда, в Россию, на работу. Вот. И, в общем-то, довольно-таки впечатления, то есть сложились отношения доверительные. Ну и, в общем-то, неоднократно он к нам приезжал в главный офис. Как мы потом, ну, будет так, по крайней мере, мы выяснили, или я в том числе, Игамзод являлся первым секретарем посольства Республики Таджикистан, пресс-секретарем. Вот, и, в общем-то, ну, так, я понимаю, что это очень ответственный пост. И, в общем-то, никаких сомнений, в принципе, наверное, в его порядочности у нас не возникало. Ну и, в общем-то, как-то в один из прекрасных дней, или еще, может, повторюсь, не очень прекрасных, он так это ненавязчиво попросил у Геннадия Ароновича денег там на развитие каких-то определенных вопросов. Ну, Геннадий Аронович человек, в общем-то, пунктуальный, значит, дал ему 1 400 000 рублей, попросил от него расписку. Он написал расписку, что он обязуется, да, это было, значит, 15 января 2015 года. В расписке он написал, что обязуется эту сумму вернуть 15 марта 2015 года, приложил копию своего дипломатического паспорта, вот, и вручил Геннадию Ароновичу. Ну, и вроде все нормально. Так это ничего, как вот печального конца не предсказывал, но в конце концов, в общем-то, со стороны за этот весь период, со стороны Игамзода, в общем-то, какой-то конкретный вот так действие или помощи вот в оговоренных темах, да, по вот так, ну, наверное, оказанию помощи своим же согражданам Таджикистана, да, там вот, ну, в тех же вопросах страхования, да, вот, добровольно. Вообще никаких абсолютно движений не было. Ну, а потом уже к концу вот так это срока обязательства 15 марта 2015 года Игамзод вообще выпал из нашего поля зрения. Вот. На звонки не стал отвечать. Значит, Геннадий Аронович, в общем-то, попросил меня, как, ну, вот так, сотрудника в какой-то степени, имеющего отношение к вопросам юридическим, ну, в конце концов, значит, установить, а вообще-то он жив, здоров в таком плане. Вот. Ну, в общем, я связался с посольством, по имеющему в открытом доступе телефона.
общался там с сотрудниками пресс-службы. Вот. Несколько раз его заставал, значит, беседовал с ним на тему того, как будет он, не будет отдавать. Абсолютно адекватно. Я вот сегодня, завтра приеду, отдам, мы там сейчас все решим, я Геннадия Ароновича уважаю, мы с ним там вопросы решаем в таком плане. И дальше разговора дело не шло. Ну и, в общем-то, в конце концов, мы просто приняли решение найти вот так, человека, который займется вопросами ну, вот так, законного взыскания этой задолженности. Вот. Ну и, в общем-то, в конце концов, значит, было подано исковое заявление в Кунцевский суд, это по месту жительства Игамзода. Он жил на Рублевском шоссе, там в корпусах дипломатических представительств, там вместе с семьей жил. Вот. Значит, Кунцевский суд принял и, в общем-то, вынес решение о взыскании с его задолженности. Тем не менее, значит, вот он был извещен надлежащим образом. Повестки вручались, повестки отправлялись и послу тоже, вот, ну, может, в какой-то степени и чуть выходило за рамки, да, вот, ну, как это, не то, что дозволено, а просто за рамки приличия, но поскольку человек, в общем-то, наверное, не последний посольство, ну, мы, в общем-то, посла в этом плане тоже проинформировали, он в курсе был, вот. Но он на суд не явился, значит, мы получили решение суда, вступил в законную силу на 13 августа 2015 года, вот, нам выдали исполнительный лист, и, в общем-то, ну, вот так, впоследствии завели Кунцевский отдел судебных приставов, возбудил исполнительное производство, значит, по взысканию с него задолженности, ну, там, с учетом определенных сумм, значит, уже не 1 400 000, а 1 444 541 рубль 81 копейку. Ну, это там, потом, значит, судебные приставы наложили там ограничения на его автомобиль. Ну, как он оказал впоследствии, он принадлежит посольству. Было письмо из посольства с просьбой, значит, снять арест. Но, значит, по его счетам здесь, в общем-то, тоже информация пришла, то есть они абсолютно нулевые. То есть фактически с него по Российской Федерации не взыскано ни копейки. Ну и, в общем-то, в рамках вот этого всего производства, значит, с учетом того, что здесь в России у него не найдено никаких активов, значит, мы отозвали исполнительный лист, значит, из Кунцевского ОСП, вот, вынесли постановление пристав судебный об окончании исполнительного производства, возвращении исполнительного листа взыскателю. Вот исполнительный лист у нас на руках. Вот. Ну и в силу так, здесь там конвенции международной по оказанию правовой помощи значит, иностранным гражданам, значит, мы сейчас решаем вопрос о подготовке ходатайства по принудительному взысканию вот этой суммы задолженности по его месту жительства в Республике Таджикистан. Ну, по нашим данным, он, в общем-то, в феврале 2016 года, значит, покинул пост. Значит, здесь или покинули его, не могу я это констатировать. Вот. Работает сейчас в МИДе Республики Таджикистан. Общались мы с ним по телефону несколько раз. Вот, опять же, все обещает. Мало того, даже несколько раз наш представитель, ну, человек, который занимался вот этим взысканием, направлял вот так, расчетные счета Геннадия Ароновича для того, чтобы он перечислял деньги. Да? Значит, потом он нам предлагал, опять же, значит, провести определенного рода комбинации, представить какие-то счета фирмы, на которые он может переслать, с последующим обналичиванием, чтобы отдать эти долги. Ну, мы, конечно, на эти вещи не пошли. Вот, но счет личный, расчетный Геннадия Ароновича был отправлен, но ни копейки, как, в общем-то, было, не получили от него. Вот. Ну и, в общем-то, вот сейчас именно мы находимся в той стадии, когда есть необходимость ну, подготовить ходатайство, да, от имени Геннадия Ароновича в соответствии вот с требованиями значит, Гражданского кодекса и Российской Федерации и Республики Таджикистан. Вот, значит, для того, чтобы отправить так, это ходатайство в суд по его месту жительства. Но тут небольшая заковыка. Мы в процессе вот этого вот так, мероприятия
значит, готовили письмо министру иностранных дел Республики Таджикистан, значит, связывались и с кадровым подразделением по телефону, и с помощником министра с просьбой, чтобы нам предоставили его сведения официальные о его месте регистрации, для того, чтобы направить туда исполнительный лист. Ну, до настоящего времени, значит, просьба стала без ответа. Мы через наш департамент Министерства иностранных дел господина Стерника направили запрос в посольство Российской Федерации в Таджикистане с просьбой тоже помочь оказать содействие при установлении его местонахождения. Но на ноту, направленную, значит, нашим посольством в адрес МИДа Таджикистана, значит, тоже, в общем-то, было так это, ну, наверное, игнорировано или умолчание. Принято все по умолчанию. Вот. Ну, Стерник нам написал письмо, значит, сожалеет, что нас не поняли, не предоставили информацию, но тем не менее, якобы с руководством МИДа ну, была проведена беседа с надеждой на то, что господином Гамзоном этот вопрос будет урегулирован самостоятельно. Ну, в общем-то, это было уже около месяца назад. В принципе, сейчас все остается на том же самом уровне. Ну и, в общем-то, вот здесь почему я к вам обратился. Да? Ну, во-первых, так, читая о вас там много, о деятельности вашей организации, я думаю, что, наверное, у нас есть определенный какой-то опыт общения с людьми, да, вот там, с какими-то юридическими представителями в Таджикистане, которые могли бы нам просто оказать содействие в плане, ну, наверное, представления наших интересов в Душанбе. То, что Игамзот работает там, это достоверно известно. Есть у нас телефоны его рабочие, да, по которым мы общались, телефонные руководители. Я, в общем-то, обращаюсь к вам, еще раз повторяю, именно вот в этих целях, чтобы каким-то образом ну, оказать содействие в представлении интересов нашего вот так, руководителя Гальпери Геннадия Ароновича в городе Душанбе. Вот. Ну, естественно, со всеми вытекающими последствиями. То есть мы продолжаем так, работать в рамках закона, значит, не переступая однозначно. И все-таки надеемся на благоразумное решение данного, в общем-то, эксцесса между ну, вот так, нашими представителями, там, Гальпериным и Гамзоном. Вот в таком плане, Роман Бакович. Да, печальная история. Ну, это не столько печальная, сколько, может быть, даже в какой-то степени веселая. Столько ведь познал я за это время о Таджикистане, о людях. Я вас выслушал. Вы столько уже сделали хорошего дела. Вы вообще делали хорошее дело. Во-первых, вы помогли этому человеку. С другой стороны, значит, человеку дали возможность развиваться даже в бизнесе, даже он не имел права, потому что он представитель пресс-службы Таджикистана в России. Он представитель дипкорпуса. Я хорошо знаю Гамзода, я представитель власти, находясь здесь. Много были грехов, которые совершено по отношению к нашим соотечественникам благодаря его действиям. Я не враг Гамзода, я не враг государства Таджикистана. Я просто по статистике вам сейчас приведу пример. Если 100 человек, гражданин Таджикистана, в общем с 8 миллионов совершает преступления, то 90% совершают чиновники. Вот сегодня совершено 100 преступлений. Вот 10 простой народ совершает, а 90 совершает люди в погонах, как вы сказали, дипломатический паспорт показывают. А у него есть российский паспорт. А что, стесняется России показал? Наоборот показал. У него есть внутренний паспорт. Я бы дорого дал бы, если бы узнать, что он на себя представляет, этот паспорт российский. По большому счету. Ну, у нас 99,9 чиновников из Таджикистана, они просто не заснут без российского паспорта. По последним указам президента, они должны быть все уволены с работы. Представляете, 99,9%. Что мне больше всего вот в разговоре, и тут мы вот нашли, что самое главное. Опять трудового мигранта хотели использовать. Он пришел вместо того, чтобы решать правильные вопросы, как лучше. Давайте я позаработаю. Благодаря через трудового мигранта я представитель посольства. И вы поверили, и товарищ поверил, и даже бабка поверила. Конечно, ну а как иначе? Ну вы что это? Ну об этом мы говорили неоднократно на уровне господина посла. И мы писали в своих средствах массовой информации. И вот когда вы говорите, что вы ко мне обратились в нашу организацию, ну поймите, есть в мире разные
структуре власти. Когда кого-то ведут в Гаагский суд, там решение принимают. И вы правильно обратились. Потому что сегодняшние имеющие средства массовой информации и наше влияние, это как сегодня аллергия в каждом организме, маленьком нашем организме чиновника Таджикистана. Не дай бог там что-то выйдет. Это единственный сайт, который рассматривается и передается быстрее. Я посмотрел вашу бумагу. И обращение ваше здесь связано, наверное, господина посла Аслова. И нет ответа. И не будет ответа у вас. Сейчас нет, у нас 21 век. Ваше видеообращение, они будут слушать внимательно. Я думаю, для этого человека карьера закончилась. Если стоит карьера человека 1 400 000, люди от миллиарда отказываются. Но он поставил не только, допустим, вашего директора, уважаемого, меня хорошо о нем знали, он просто поставил сегодня, что настолько у нас государство Таджикистан суверенное. Он передал ту информацию, которую сказал, смотри, я хочу с вами вот подписать любую бумагу. У меня есть дипломатический корпус, у меня есть красные номера, у сына красные номера, живу там в Рублевке. Так любой человек соглашается, да, хорошо, вот мало отдали. Смотрите, число когда вы дали. Я получал ваше письмо еще тогда. Решение суда мне передали. Я передал вашу бумагу, мне попросили, чтобы не опубликовать. Мне попросили представители страны, других структур в России, не опубликовать, но мы обещаем вам, что господин Эгамзот не получит в дальнейшем назначения. Вышестоящее. Обманули меня тоже. Ну, все равно же, смотри, кольцо-то крутится же. Мы сегодня встретились, пускай не только Эгамзот отвечает, те люди, которые работали в посольстве, работали в МИДе, пускай отвечают за то, что мне было сказано. Я вижу, что в данном вопросе да, решили только, значит, стараться к тому, что мы сейчас делаем по линии сайта, я попрошу вас, если вы согласны, пускай народ точно знает. А дальше одну страницу я посвящаю в честь того, что молодой парень, дипломат, что делал в первом прохождении своей дипломатической службы в России. И одну страницу газеты «Голос Таджикистана» я тоже посвящаю этому товарищу. Да. Этот товарищ, я еще раз говорю, что он должен был не только когда уехать отсюда, просить, во-первых, извинения у всех народов Таджикистана. Вел столкновение между людьми. Когда собирается внутри посольства встретиться с господином президентом, он списки вел. Он повычеркивал всех людей, которые более сознательными, умными, интеллигентными Таджикистана. Он повычеркивал конкретно, кто есть таджик. Он обманул вас. Он обманул веру. Он обманул миллионы таджиков. Поэтому я не на стороне Мухаммеда. Который Мухаммед, это который Эгамзот. Я так на стороне Мухаммеда, пророка у нас все. Но в данный момент я считаю, что и ваш руководитель получит в ближайшее время ту солидарность, ту информацию, ту полезность, которая для него будет давно мечтал, хотел. Есть и решение суда будет так опубликовано на нашем сайте, и все. Мы работаем на основании тех документов, которые у нас есть. И работаем, и народу есть посмотреть и дать оценку. Я думаю, господин посол также, Иван Исатович, не оставит без внимания, потому что это уже в России, что делал с Эгамзотом. Спасибо.